период соблюдения режима самоизоляции в Сосногорске свою работу непрерывно продолжают предприятия, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение населения. Среди таковых Сосногорский водоканал. Ежедневно это предприятие снабжает население питьевой водой, и остановить или приостановить свою работу водоканал не может. Так как предприятие «Водоканал» является предприятием жизнеобеспечения, в принципе, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Да, немножко отложились плановые работы, такие как замена задвижек, в связи с тем, что все население в данный момент находится дома. Вот, а любая плановая замена задвижек, она идет именно с отключения снабжения водоотведения. А так, все остальные работы продолжают вестись в штатном режиме. Подъем воды с водозабора Сосногорский, Котедведь, транспортировка воды до города и до каждого дома, транспортировка стоков, очистка стоков на очистных сооружениях канализации и, естественно, ежедневный лабораторный контроль качества воды и стоков. Ничего не изменилось и для населения в плане передачи показаний счетчиков. Это по-прежнему можно сделать либо по телефону, либо при помощи СМС. Работает, конечно, один специалист, который может принять оплату или какой-то сделать перерасчет. А так, в основном, аппарат управления выведен по возможности в дистанционный режим. На сегодняшний день, по словам сотрудников предприятия, работы ощутимо прибавилось. Поэтому, пользуясь случаем, водоканал обращается к жителям и напоминает, что система водоотведения не мусоропровод, в который можно сбрасывать все подряд. Огромнейшая просьба от руководства предприятия, от работников предприятия. Именно в том плане, что не надо кидать в канализацию различные посторонние предметы. Надо объяснить детям, что пластиковые корпуса от киндер-сюрпризов – это вовсе не то, что должно плавать в унитазе. И еще одной большой проблемой на данный момент у нас являются именно нетканные салфетки. И та влажная туалетная бумага, на которой сейчас написано, что она растворяется в воде. Нет, она не растворяется в воде. Из-за этого происходят засоры канализации. Постоянно забиваются насосы на канализационных станциях, на очистных сооружениях. Сознательность граждан в этом вопросе поможет предприятию сфокусировать свою работу на более важных вещах, нежели на постоянном ремонте одних и тех же узлов. Работая старшим мастером водоканала, Марина Циммер не понаслышке знает о производственных сложностях, решение которых требует немалых усилий. Но при этом она не осталась в стороне и от проблем, которые сегодня касаются каждого. В свободное от работы время Марина шьет многоразовые маски, чем вносит свою лепту в борьбу со страшной болезнью. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Эпидемия коронавируса существенно изменила привычную жизнь россиян. В каждом регионе власти вводят меры, направленные на нераспространение инфекции. Но наряду с ограничительными проводятся и мероприятия, призванные поддержать наиболее пострадавшие в этот период слои населения. Несмотря на сложную ситуацию, работники бюджетной сферы продолжают вовремя и в полном объеме получать заработную плату. Тем же, кто лишился работы с марта 2020 года, а также работает по краткосрочному договору или без оформления трудовых отношений, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей. Кроме этого, в республике вступили в действие меры поддержки предпринимателей, которые работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. В апреле-мае им возместят часть расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения. Также сейчас готовится проект республиканского закона, в рамках которого предполагается снижение в 2 раза налоговых ставок до 2022 года для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих с применением упрощенной системы налогообложения. Малому и среднему бизнесу предоставлены дополнительные меры поддержки по аренде государственного и муниципального имущества. Они предусматривают в зависимости от рода деятельности либо полное освобождение от арендной платы, либо ее снижение на 50% в период с 1 марта этого года по месяц окончания режима повышенной готовности. Для получения отсрочки или освобождения от арендной платы необходимо обратиться в государственное или муниципальное учреждение, с которым заключен договор аренды. Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Отсрочка по выплатам будет действовать от 4 до 6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. А в Сосногорске предприниматели могут сообщить о проблемах, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, в районную администрацию.
Форма для сбора информации размещена в группах «Сосногорский район» официально и малый и средний бизнес Сосногорского района в социальной сети ВКонтакте. Также предприниматели могут обратиться в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации района по телефону 5 44 72. Оказывается помощь и семьям с детьми, посещающими младшие классы, а также нуждающимся семьям. Для них в Республике Коми в 2 раза были увеличены бесплатные сухие продуктовые наборы. Эта норма будет действовать до конца дистанционного обучения. Формирование и выдача продуктовых наборов организовано во всех муниципалитетах и образовательных организациях. По всем вопросам, связанным с выдачей продуктовых наборов, жители Сосногорского района могут обращаться в школы либо в управление образования по телефону 5 62 80. Кроме того, продолжает свою работу и Центр социальной защиты населения. Во время ограничительных мероприятий мы с гражданами работаем по звонку. У нас работает дежурный телефон 660-18, по которому мы фиксируем обращения граждан, консультируем их по вопросам перечня документов, которые необходимо предоставить. Обратиться в Центр можно также через портал госуслуг или МФЦ, а также посредством электронного или обычного почтового отправления. Гражданам, которые у нас получали какие-либо виды мер соцподдержки, государственной социальной помощи, по состоянию на конец марта текущего года, все выплаты им продлены по 30 сентября. Помимо этого, с 15 мая Центр предполагает начать прием заявлений на новый вид социальных выплат. Это ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. Предполагается, что граждане будут подавать нам заявление и паспорт. Все остальные данные мы будем запрашивать в порядке межведомственных запросов. Данная выплата предоставляется одному из родителей ребенка. Родитель и ребенок обязательно должны иметь гражданство Российской Федерации, проживать на территории Республики Коми, и их доход за последние 12 месяцев не должен превышать прожиточного минимума, установленного в Республике Коми за 2 квартал прошлого года. Выплаты планируется начать уже с июня этого года. Более подробную информацию о данной мере соцподдержки можно узнать на официальной странице Сосногорского центра соцзащиты населения ВКонтакте. До 1 января 2021 года приостановлено начисление и взыскание пений за неполную или несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт. Кроме того, запрещено до 1 января следующего года ограничивать потребление коммунальных ресурсов по причине неполной или несвоевременной оплаты квитанций. Указанная норма распространяется как на физические, так и на юридические лица. Неустойки также не начисляются лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами за неполное или несвоевременное исполнение обязательств по договорам ресурсоснабжения. Сосногорский местный тепличный комплекс совместно с региональными Минсельхозом и Министерством труда инициировал дополнительную социальную помощь для пожилых людей. Одиноким пенсионерам старше 65 лет, вынужденным оставаться дома на время самоизоляции, будут доставляться бесплатные свежие овощи. Предприятие еженедельно планирует поставлять томаты и огурцы в социальные центры Сосногорского района, Сыктывкара, Эжевы, Ухты и Книшпогосского района для дальнейшей адресной доставки нуждающимся. Долгожданной новостью для многих жителей Республики Коми стало разрешение в регионе весенней охоты. Она открыта исключительно для жителей Коми и добывать можно только водоплавающую птицу. На боровую дичь действует запрет. Для охоты нужны охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Подача заявлений только в электронном виде на едином портале государственных услуг. В Сосногорском районе охота будет длиться 10 дней с 11 по 20 мая. Сегодня многие сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции, а кто-то только и делает, что ходит в гости. И это не злостные нарушители режима. Это те, кто помогает пожилым людям и людям с ограниченными возможностями соблюдать домашний режим, не чувствуя себя при этом брошенными. Марина Потолицына – сотрудник Сосногорского центра социального обслуживания населения. Она и ее коллеги, как никто другой, знают, насколько их подопечным необходима забота и простое человеческое участие. И далеко не каждому такая работа под силу. Должен обладать такими качествами, как сострадание, что ли, какая-то забота, чтобы
потому что не каждый сможет. Конечно, это мы, когда уже работаем, мы привыкаем. Но поначалу кажется, что тоже сложно, пока подстроимся и все, потом мы становимся тоже близкими людьми. Марина работает в этой сфере уже 9 лет. На ее попечении постоянно находится от 8 до 10 человек, а рабочий день расписан буквально по минутам. Но зачастую общение с теми, о ком заботится соцработник, выходит за рамки рабочего графика. Ну, конечно, такое бывает и есть, и по праздникам звонят, и мы звоним, если там она, допустим, болеет, что-то переживаем же все равно. Так что, да, соблюдает. Ну, мы как с родными людьми общаемся с ними. Они к нам тоже так же относятся, с уважением. Подопечные Марины, как, в общем-то, и все остальные люди, реагируют на сложившуюся ситуацию по-разному. И к каждому нужен индивидуальный подход. Главная задача в это непростое время, говорит Марина, не дать пожилым людям повода для беспокойства. Больше внимания надо уделять личной гигиене, потому что и маски надо менять, постоянно руки обрабатывать. В общем, на это тоже уходит время. А так, в принципе, все равно выполняем все то, что положено. Ну, как и всегда, чтобы они не чувствовали, что вот что-то прям такое страшное. Потому что многие напуганы, смотрят телевизор и напуганы. Кто-то спокойно относится. В Сосногорском отделении Центра забота трудится 44 соцработника. Каждый из них готов в любое время и не только в рамках своих обязанностей прийти на помощь своим подопечным. А их в нашем районе более 350 человек. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Считанные дни остаются до 75-летия победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Это событие должно было стать грандиозным праздником для всех жителей России. Но эпидемия коронавирусной инфекции перечеркнула многие планы. О том, как страна будет отмечать День Победы в режиме самоизоляции, рассказал президент России Владимир Путин в своем обращении в рамках совещания по борьбе с коронавирусом. Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. Владимир Путин подчеркнул, что в праздничные дни страна вспомнит всех солдат Великой Отечественной и, конечно, поздравит своих ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы. Расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек. Споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку», песни, которые любим и знаем наизусть. Президент уточнил, что все запланированные на 9 мая мероприятия обязательно состоятся. Но эти торжества пройдут только тогда, когда правительство убедится, что ситуация безопасна. Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш бессмертного полка. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне для наших ветеранов. Глава государства добавил, что многие планировали провести майские праздники на дачах. В таком случае необходимо проявлять предельную осторожность, воздержаться от похода в гости, посиделок в больших компаниях, лишних и необязательных поездок, подчеркнул президент. Елена Двожик, Вести Тимана, Сосногорск. Эпидемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы празднования 75-летия победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Массовые мероприятия либо отменены, либо перенесены. Но на помощь приходят современные технологии. Благодаря интернету каждый желающий может выразить уважение к подвигу советского народа. Причем аудиторией могут стать не только родственники и знакомые, но и в теории весь мир. Например, жители Сосногорского района приглашаются к участию во всероссийской акции «Мы все равно скажем спасибо». Каждый желающий может сделать видеообращение со словами благодарности в адрес ветеранов или видеорассказ о судьбе героя своей семьи. Снять видео можно на любую камеру или смартфон. Хронометраж ролика символичен – 75 секунд.
Прислать запись можно на адрес электронной почты или в личном сообщении на страницу Межпоселенческого культурного центра Сосногорска ВКонтакте до 6 мая. Самые яркие поздравления будут опубликованы на официальных интернет-ресурсах администрации Сосногорского района. Также жители Сосногорского района могут принять участие в республиканском конкурсе видеороликов «Победа», который проводит спортшкола Олимпийского резерва номер 2. На конкурс принимаются индивидуальные видеоролики не длиннее 30 секунд на темы «Что значит для меня победа в Великой Отечественной войне?», «Подвиг народа» и рассказ о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Каждый автор может предоставить несколько работ. К видеоролику необходимо приложить заявку, которая должна содержать сведения об участнике, фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные данные, данные родителей или законных представителей участников младших возрастных групп. Видеоролики и заявки принимаются по адресу, который указан на ваших экранах, до 5 мая. Результаты конкурса станут известны 11 мая. Лучшие работы опубликуют в группе спортивной школы ВКонтакте. Ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» пройдет в этом году преимущественно в социальных сетях. Жители Республики Коми могут сфотографироваться с символом победы дома и выложить в соцсети фото с историей о том, почему акция важна для них. При этом желательно использование хэштегов «Георгиевская ленточка» и «Лучше дома». Если у кого-то не найдется ленточки, то на официальной странице движения «Волонтеры Победы» в Инстаграм можно найти виртуальную георгиевскую ленту и наложить ее на свою фотографию. Кроме того, к 9 мая волонтеры передадут ленты тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом – медработникам, сотрудникам полиции, ГИБДД, в магазины и аптеки. Почтить память героев Великой Отечественной войны можно и в рамках акции «Сад памяти», которая в этом году также пройдет онлайн из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Жители Коми могут поддержать акцию, посадив дерево у себя на участке или возле дома и выложив фотографию в соцсетях с хэштегом «Сад памяти дома». Свое дерево нужно отметить на интерактивной карте на официальном сайте акции. Если нет возможности посадить дерево, то его можно нарисовать, смастерить поделку или сделать аппликацию вместе с детьми. Фото и рассказ о том, кому посвящено творчество, или историю о герое-семье также можно опубликовать в социальных сетях. Елена Двожик, Вести Тимана, Сосногорск. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание, что телепрограмма «Вести Тимана Сосногорск» временно меняет сетку своего вещания на местном информационном канале. Теперь выпуски новостей будут выходить в эфир по пятницам. В них вы сможете увидеть обзор событий за прошедшую неделю. Повторы программы в субботу и в воскресенье. Время выхода в эфир вы видите на своих экранах. Напомню, что все выпуски программы «Вести Тимана Сосногорск» доступны в любое удобное для вас время в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Новость для тех, кто хочет быть в курсе событий и регулярно читает местную прессу. Районная газета «Заря Тимана» уведомляет своих читателей, что в связи с введенным режимом повышенной готовности в Сосногорске временно стали недоступны некоторые пункты распространения печатного издания. Однако газета «Заря Тимана» продолжает работать, чтобы информировать своих земляков обо всех событиях Сосногорского района и Республики Коми. И теперь свежие выпуски газет можно бесплатно забрать в магазинах «Союз» по адресам, которые вы видите на своих экранах. Оставайтесь с газетой «Заря Тимана» и будьте в курсе новостей Сосногорского района.